Добрый день! Следующая лекция посвящена Василию Быкову. Василий Владимирович Быков, годы его жизни 1924-2003. Он родился в Беларуси, но его творчество очень тесно связано с русской литературой. Многие его произведения были не просто переведены на русский язык, а сделаны такие авторизованные переводы, то есть, по сути, как бы заново написаны на русском. Война для него началась в 1942 году, когда вот ему исполнилось 18 лет, и он был призван в армию. Он окончил курс Саратовского пехотного училища, потом воевал. Осенью 1943 года отправляется, вот он как раз уже в звании младшего лейтенанта, на фронт. Во время Кировоградской операции он был очень тяжело ранен в ногу и в живот, и по ошибке его записали в погибших. Даже вот есть документы, согласно которым он числился убитым. 3 месяца он провел после этого ранения в госпитале, затем снова воевал. Прошел по Молдавии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии в качестве командира взвода полковой, а затем и армейской разведки. Печататься он начал с 1947 года. В начале 60-х появляются повести «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Альпийская баллада», которые уже вошли вот в лейтенантскую прозу. А в 70-е годы талант Быкова заиграл новыми гранями, и в таких произведениях, как «Сотников», повесть 70-го года, «Обелиск» 71-го, «Дожить до рассвета» 72-го и других, Быкова интересует проблема выбора, испытания героя выбором. Он изображает предельно экстремальную, сложную ситуацию, и в такой ситуации он проверяет своих героев. Как поступит человек, оказавшись вот в таких сложных, трагических, по сути, условиях, когда рядом нет командира, когда над тобой нет прямого приказа, а есть вот опасность. И как ты себя поведешь? Почему один становится героем, а другой предателем? Вот что волнует Быкова. И вот эти вопросы, они поднимают проблему выбора на философский уровень. Внимание к таким вот предельно экстремальным ситуациям позволяет выявить суть героя, позволяет сосредоточиться на психологии героев. И поэтому для Быкова важно показать одну нравственную коллизию, небольшое количество героев, часто их двое. Вот повесть «Сотников» в этом смысле как раз пример. Повесть 70-го года. Перед нами 2 героя, Сотников и Рыбак. Причем показанная ситуация, она не вписывается в традиционное изображение войны. Нет военных действий, а есть партизанский отряд, есть партизаны, которые отправляются добывать пропитание для отряда. И вот они оказываются в сложной ситуации. И мы видим, как по-разному они на нее реагируют. Мы видим, как по-разному они себя ведут. Сотников, который стал героем, и Рыбак, который стал предателем. Сотников человек с очень высоким сознанием долга. Внешне он кажется таким невыразительным, он болен, но как достойно он себя ведет, когда сталкивается с опасностью, как он достойно себя ведет в плену, во время казни, когда он ведь пытается всю вину взять на себя, чтобы другие не пострадали. По существу он жертвовал собой ради спасения других, пишет Быков. Но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. И Сотников действительно это осуществляет. Он встречает смерть с солдатским достоинством, несмотря на то, что он страшно измучен пытками. Но он пытается улыбаться, и он смотрит на людей, которых пригнали на эту казнь, и видит мальчишку в Буденовке, которым как бы переглядывается и передает ему, да, вот эстафету подвига. И вот это очень важно. А Рыбак нравственно абсолютно глух. Он, даже став предателем, не понимает, насколько низко пал. Ему все время кажется, что это временно, что вот он просто все делает для того, чтобы выжить. И он думает только об этом.
вот с первой минуты, да, когда немцы забираются на чердак, где прячутся в доме Демчихи Рыбак и Сотников, и они начинают прокалывать сено на этом чердаке штыками, чтобы убедиться, что есть ли тут кто-то или нет никого. И Рыбак очень боится, вот, что сейчас его проколют этим штыком, и поднимает руки. Вот. И Рыбак, который всегда считает, что он не виноват, он ведь не хочет, он же не предатель, нет, он просто вот выжидает, что вот он обязательно убежит отсюда, он будет опять воевать с немцами. И он постоянно винит кого-то другого. Обстоятельства, время. Сотникова очень часто винит, но только не себя. И даже мертвого Сотникова Рыбак обвиняет. Вот смотрите, да, ровесники, жившие в одной стране, но как по-разному они себя ведут. И для того, чтобы понять, вот почему так герои себя ведут в этой сложной экстремальной ситуации, Быков изображает их прошлое. Герои вспоминают прошлое. Они вспоминают, как начиналась для них война, и они вспоминают каждый, да, сцену из детства. Это очень важная сцена, когда герои вспоминают там, да, какие-то моменты, и мы понимаем, что таким образом выявляются истоки их поведения. Там история с Рыбаком, который вспоминает деревню, он мальчишка, сенокос, и лошадь везет огромный воз сена, и наверху он лежит, и еще соседские девочки лежат, лошадь там дорогу знает, не спеша идет, так все хорошо, и вдруг лошадь чего-то испугалась и понесла к обрыву. И Рыбак понимает, что сейчас все, бросится вниз лошадь, и все погибнут. И он от страха за свою жизнь как-то скатывается с этого воза, и он, мальчишка, сумел остановить эту лошадь, и все остались в живых, и его взрослые потом хвалят и говорят: вот какой ты молодец, ты герой. И он в это поверил, что он молодец и герой, хотя сделан он только из-за того, что боялся за свою жизнь. А вот история Сотникова, казалось бы, такая не очень красивая, когда он берет оружие отца, и отец его военный, и строго-настрого запрещено трогать оружие. А тут он все-таки вот как бы, когда никого нет в комнате, берет это оружие, там начинает целиться и нечаянно выстреливает. Там разбивает зеркало, в ужасе бросает оружие и убегает. И у него нет сил признаться отцу в том, что он это сделал, и мать его чуть ли не заставляет, да, вот, иди, ты должен сознаться. И он идет к отцу. Ты сам пришел ко мне, спрашивает его отец, ты сам, решил сознаться? Да, солгал маленький Сотников, но это была последняя ложь в его жизни. После этого он всегда отвечал за то, что делал, за свои слова и за свои поступки. И мы это видим, да? То есть вот смотрите, как воспоминания о детстве помогают нам понять суть героев. Вот эта камерность повествования будет важна и для других произведений Сотникова. То есть обычно это всегда, да, нам два героя, несколько героев. И для Быкова важно показать, как ведет себя человек в такой предельно сложной ситуации, в ситуации выбора, а чаще всего это выбор между жизнью и смертью. На этом все.